أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نبينا الهادي محمد القائد الأعلى المسدد. نبينا الهادي محمد في روحه عزم عظيم في الهمة الكبرى. Дорогие братья-мусульмане и уважаемые гости из числа немусульман, которые жаждут понять, в чем цель жизни. Сегодняшнее мое выступление о цели жизни. Как я уже не раз говорил, это просто средство общения. Однако, это очень мощная, критически важная и необходимая тема. И перед тем, как я перейду к основной теме, позвольте мне для начала задать вопрос, который может простимулировать ваш разум. Многие из вас, большинство из вас, получили образование и живут благополучно. Лидеры в своей области, отцы, матери, профессионалы, утонченные люди. Но вы когда-нибудь задавали себе вопрос, или несколько вопросов? Знаете ли вы, почему мы здесь, на этой земле? И когда вы умрете, и, конечно же, в этом никто не сомневается, неважно, какое убеждение, как вас зовут, какого пола, происхождения, какой церкви, какой бы религиозной системы, идеологии или исламу вы бы не принадлежали, нет сомнений, что все в этом помещении когда-нибудь умрут. Если кто-нибудь сомневается в том, что он умрет, то он единственный может не отвечать на этот вопрос. В чем цель жизни? Потому что вы, возможно, способны обойти последствия или ту степень ответственности этого вопроса. Конечно, никто не сомневается в смерти. Потому что если благотворитель жизни
давший жизнь, создатель жизни, владелец жизни. Если бы этот источник жизни не имел бы другой власти над существами, которых он создал, то смерть была бы достаточным доказательством его существования. Где цель путешествия? Я не спрашиваю, куда вы пойдете после лекции. Но где цель вашего путешествия? Вы не знаете, откуда вы пришли. Вы говорите, я родился. Нет, я имею в виду до этого. Куда мы все вернемся? Задумайтесь над этим вопросом и отнеситесь к нему серьезно. Хотя бы все то время, пока мы здесь. В мире, в котором мы живем, есть много вероисповеданий, много религий, философий, которые были предложены, чтобы ответить на этот вопрос. Потому что люди — это единственные существа на земле и на небесах. И, конечно, мы говорим сейчас, основываясь только на научных фактах. Мы не говорим сейчас о компании Метро-Голдвин-Майер или Стивене Спилберге, или о Диснейленде. Есть другие философии, которые предлагают нам, во что верить. Но до сих пор нет научного свидетельства, что есть какие-либо другие существа на небесах или на земле, у которых был бы интеллект, способности, возможности, как у человека. И в силу этих способностей, которыми наделены люди, у них есть исключительная способность, свобода думать и чувствовать, и сказать «я», «моё», и выразить, то, что мы называем эго. Ни у одного другого существа нет таких способностей. Однако мы знаем, что даже эта способность ограничена. Потому что когда человек еще ребенок, у него маленькое эго. И по мере того, как человек становится старше, его эго становится еще меньше. Вершина человеческого эго — это вершина его силы, их развития, их дарования, того, что у них есть, того, что они называют силой владения. Но длится это только один полдень. Этот полдень может быть у некоторых людей 20 годами, 30, 40, 80 годами. Но неизбежно годы человека проходят быстро. И как говорит Коран, وَخَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ. и мы создали, Господь говорит, Он создал своей собственной властью человека и дал ему или ей способности, идеальное равновесие, завершенные способности интеллекта, ума, зрения, слуха, чувства, вкуса, осязания, мышления и всю аппаратуру тела. Он дал человеку завершенный набор способностей и создал этого человека соразмерным. Но после этого, после передачи человеку этого идеального набора способностей, потом мы возвращаем его или ее в нижайшее из низших. И они теряют зрение, слух, они теряют обоняние, теряют осязание, и даже уничтожается их физический состав.
Это сказано в Коране почти 1500 лет назад. Ведь так все обстоит? Да, именно так. Только люди обладают способностью думать, чувствовать, уважать, исследовать, предлагать и определять. Эти люди только за период письменной истории разработали и выдвинули много различных концепций и ответов. И многие писатели, поэты, философы, пророки и посланники, мир всем пророкам и посланникам, пришли сказать нам, вам и мне, что есть цель жизни. Чтобы быть буквальным, нам нужно дать определение жизни, как она соотносится со Вселенной. И мы не собираемся определять жизнь универсально, потому что мы не сможем этого сделать. Это слишком обширная тема, это слишком сложно. Мы не так уж много исследовали. За все то время, что человек был на Земле, он открыл всего лишь несколько вещей. Но по сравнению с размером Вселенной, человек не смог создать даже муху. Он узнал лишь несколько вещей о самом себе, об окружающей среде и мире. Так что давайте определим жизнь в том, как она соотносится с человеком, его обществом и его окружающей средой. А потом давайте рассмотрим цель нашего существования в этом отношении. Обычно мы находим в словарях следующее определение человеческой жизни. Один из феноменов существования. Феномен означает неразрешенный, неизвестный, глубокий. И научным фактам еще предстоит объяснить этот феномен. Синоним же феномена — это чудо. Феномен существования, как он соотносится, первое, с биологическим развитием, второе, с социальной динамикой, третье, с биологическими и ментальными процессами, четвертое, с взаимозависимостью и взаимодействием с внешней окружающей средой. И, наконец, с полной синхронизацией и множеством микро- и макросистем, поддерживающими существование людей и Вселенной такой, какой мы ее знаем. Разве это не глубокое определение? Давайте теперь определим слово «цель». Потому что мы сказали «жизнь», давайте теперь определим цель. Цель обозначает объект, прицел, значение, означая мишень, миссию, реальность. Это цель. С этими общими определениями давайте пойдем дальше. Давайте пойдем к нашей теме. Цель жизни. В нашей дискуссии «Цель жизни», давайте во всем придерживаться контекста. Что мы хотим сделать? Мы хотим знать, что, будучи людьми, в чем наша цель в этом отношении, почему мы здесь и куда мы идем, и кто наш благодетель. Кто или что наш благодетель? Общий благодетель, благодаря которому мы здесь. Потому что когда мы определим это, мы будем знать, перед кем нам отчитываться. Это очень просто. Те из вас, у кого есть работа, но вы не директор, вы понимаете, что такое субординация. А те из вас, у кого есть работа, и вы директор, вы также понимаете, что такое подотчетность, и вы также осуществляете ее. Среди фактов, о которых мы должны подумать и поговорить, есть создание мира. Создание этого мира во всех его сложных формах — это результат мышления человека? Я спрашиваю вас, да или нет?
Да или нет? Я просто хочу быть уверен, что мы единодушны в этом. Еще один факт. Человек — это самое сложное существо в известной и исследуемой Вселенной. Мы слышали, конечно, об инопланетянах. Но нет ни одного свидетельства, нет научного свидетельства во всех этих теориях и рассказах о неземных цивилизациях, о высокостоящих цивилизациях вне этой Вселенной, с которой вступали в контакт герои фильма «Звездный путь». Это не было задокументировано. До сих пор человек — самое сложное существо в известной и исследуемой Вселенной. Поэтому, если он самый сложный, как директор на работе, поэтому он что? Он самый ответственный. Есть природные законы, как физические, так и метафизические, которые также руководят Вселенной и также руководят человеком. И чтобы убедиться в том, что мы не становимся слишком абстрактными, этот закон, он так же прост, как и то, что вы видите. Если подниметесь на крышу здания, мужчина или женщина, богатый вы или бедный, любого цвета, если вы подниметесь на крышу здания и посмотрите вниз, вы станете свидетелем феномена закона. Он приходит в виде страха и опасения. Это закон падения. Потому что вы не сможете отрицать притяжение. И если вы не отрицаете притяжение, вы также знаете, что падение с высоты не пойдет вам на пользу. Травма. Это природный закон. Другой простой закон в том, что если вы функционирующий человек, и вы едите и пьете, вам также время от времени приходится пользоваться туалетом. Все люди, неважно, как они умны, запомните, какими бы они ни были наглыми, какую бы они ни носили одежду, как бы они ни говорили, какое бы у них ни было оружие, они всего лишь люди. Когда вы знаете это, вы можете разобраться с ними, налаживать связи, так как, возможно, они захотят, чтобы вы думали, что они другие. Вся и все в этой жизни неизбежно будет подвержено эрозии, разложению и смерти. Все. И в то время, как мы сидим здесь, мы все становимся старше. Еще один день ближе к смерти. Вы можете сказать «старше», но все же это немножко ближе к смерти. И даже когда мы говорим «сейчас», то это уже там. Мы говорим «сейчас», но это уже тогда. Так что даже настоящее, для нас это иллюзия. Мы знаем настоящее потому, как движется Солнце, минуты, часы, дни, недели, месяцы, годы. И мы бы этого не знали, если бы мы не смотрели на календарь или на часы. Это называется время. Мы также знаем, что Земля снабжена идеально сбалансированной окружающей средой для существования человеческой жизни. И это длится до сих пор. Со всем инструментарием человека, со всей его умудренностью, со всеми его исследованиями, человек еще должен найти другую планету или другую звезду в пределах его досягаемости, у которой была бы окружающая среда, подходящая для человеческой жизни. Разве это не иронично? Какой по счету планетой от Солнца является Земля? Третьей планетой, не так ли? Если бы она была четвертой планетой, было бы слишком холодно для человеческой жизни, не так ли? Она была бы непригодной.
для человеческой жизни. Если бы она была второй планетой, то на ней все бы сгорело. Люди бы не смогли на ней жить, они бы задохнулись. Но атмосфера Земли поддерживается и балансируется идеально, так, как она есть. Если бы мы были на 5 миль ближе к Солнцу, или на 5 миль дальше от него, или Земля сошла бы с орбиты, и мы бы все умерли. Кто держит Землю в этом идеальном балансе на орбите? Кто поместил эту Землю туда? И кто поместил эту экосистему вокруг Земли, чтобы все на Земле дополняло ее и также служило человеку? Кто это сделал? Ум человека специально создан и наделен для управления, подотчетности, организации, развития технологий и промышленности. Так что это не случайно, что люди строят что-то, что люди могут понять что-то. С тех времен, как они потерли 2 палочки и развели огонь, с того времени, как они узнали, что они могут плавать по воде, или летать по воздуху, или производить все для основных потребностей, выращивать все. С самого начала человек узнал, что у него есть интеллект для осуществления, импровизирования, создания, дизайна. Но какую уникальную вещь человек всегда должен держать в уме? Что бы он не мог изобрести, задумать, создать, симпровизировать, сотворить, это всегда из чего-то. Не так ли? Это всегда из чего-то. Может ли человек создать что-то, смастерить что-то, поддерживать что-то, спроектировать что-то из ничего, без материалов? Нет, он не может. В течение всей письменной истории человечества были выдающиеся личности за последние, по крайней мере, 5000 лет, то есть за 2000 лет после Иисуса Христа и за 3000 лет до Иисуса Христа, Сына Девы Марии. За 5000 лет письменной истории приходили люди, которые называли себя пророками и посланниками. Большинство из вас, большинство всех людей, будь они из Китая, или из Африки, или из Европы, из Азии или Америки, Северной или Южной Америки, из любой точки мира, они знают их имена, этих людей, потому что они были выдающимися людьми, экстраординарными людьми. В их время, из-за их поведения и влияния на общество, люди такие, как Ной, Авраам, Моисей, такие люди, как Соломон, Давид, Иаков, Исаак, Захария, Иоанн Креститель, Иисус Христос, сын Марии, а также Мухаммад ибн Абдулла. Да благословит их всех Аллах и приветствует. Эти экстраординарные люди в период за 5000 лет выделились из всех людей. Они не были промышленниками. Они не были профессорами в университетах. Они не были искушенными в области академии. Но это был образец человеческого поведения и их усердие в том, что поклоняться можно только Богу. Их общим посланием было: весь этот феномен, человек в его окружающей среде, человек и его вызов, и его драма, человек, жизнь, что была дана ему, человек и его ответственность. Человек обязан кому? Богу. Все пророки говорили об этом. Нет разницы, какого пророка вы предпочитаете. Это не имеет значения. Они все говорили одно и то же. Они приходили в разные времена и в разные места, к разным людям, но они все говорили одно и то же. Подумайте о своей жизни. И какой дар был дан вам? Это Бог дал его вам. И вы отвечаете за то, чтобы признать того, кто дал вам этот дар. Это говорили все пророки и посланники.
признать, подчиняться и поклоняться Богу, всемогущему Богу, без каких-либо партнеров и различий, помощников, без каких-либо идолов, без каких-либо языческих ритуалов, ибо Бог хочет, чтобы вы признали Его и поклонялись Ему, и подчинились Ему, и слушались Его напрямую. Напрямую. Через образование, поклонение и принятие глобальной морали люди могут устанавливать цивилизованное поведение. Это очень важный момент. Глобальную мораль. Одной из признанных глобальных моралей является, что нельзя лишать жизни человека без причины. Разве это не глобальная мораль? Человек не должен брать чужую собственность. Человек не должен желать чужую жену или чужого мужа. Человек не должен клеветать. Человек не должен разрушать. Человек не должен делать эти вещи. Это называется глобальным поведением. Человек должен поступать прилично по отношению к другим людям. Это называется глобальное поведение. Если вы поедете в Китай или Африку, здесь, в Австралии, в Европе, в Россию, куда угодно, там будет то, что называется глобально принятый кодекс. Неважно, какая там религия, или вообще нет религии, там все равно соблюдают эти глобально принятые кодексы поведения. Мы называем это хорошим и плохим, потому что если бы это было не так, и нельзя было бы установить, что хорошо, а что плохо, и люди, которые думали бы, что одно хорошо, были бы одними людьми, а люди, которые думали бы, что другое хорошо, были бы другими людьми. И тогда были бы войны, основанные только на понимании хорошего. Но войны не основываются на понимании хорошего. Войны начинаются на понимании личного интереса. Но разница между плохим и хорошим очевидна. Так же, как она должна быть очевидна между мужчиной и женщиной. Как между небом и землей. Как между водой и льдом. Как между солью и перцем. Разница очевидна. Есть очень ясные установленные основы, различия, которые знают даже животные. Но люди, когда их жизненные условия затруднены или искажены, это единственные существа, которые забывают об этих основах. Потому что даже животные не делают то, что делают люди, когда их чувство морали искажается. Они совершают то, чего не делают животные. Я хочу, чтобы вы задумались над сложной организацией всей этой Вселенной. И подумайте сами, мог ли человек или группа людей иметь какое-либо к этому отношение? Я думаю, вы ответили еще намного раньше. Конечно, нет. Я хочу, чтобы вы задумались о феноменальном разнообразии системы Земли и ее окружающей среды. Задумайтесь на минутку. Подумайте о горах. На некоторые из них никогда никто не поднимался. Подумайте об океанах. О том, что человек смог придумать машины для того, чтобы пересечь их. О пустынях. Что человек смог придумать машины для того, чтобы пересечь их. Но все же они существуют. Подумайте об этом. Экосистема, атмосфера, стратосфера, ионосфера. Подумайте об атмосфере только нашей Вселенной. А это маленькая Вселенная в Млечном Пути. А Млечный Путь — очень маленькая галактика в туманности Андромеды. А Андромеда — это всего лишь одно из миллионов или миллиардов скоплений галактик. Подумайте об этом. Насколько тогда значительным может быть человек? Насколько значительно человечество, когда мы думаем об этой громадности? Подумайте о недавно открытых характеристиках микросистемы, существующих внутри самой материи.
это было открыто недавно, что атом на самом деле не самая малая частица материи. Сейчас есть что? Микроатомы, не так ли? То, что сейчас называют кварками. Говорят, что это миллионная часть атома, расщепленная миллионная часть атома. А теперь мы открыли, что каждая часть создания, что была открыта, находится в капле воды. Но Коран сказал нам об этом уже почти 1500 лет назад, что все и вся было создано из капли воды. Коран так говорит. Подумайте об анатомии человеческого существа и замысловатых и сложных системах, которые необходимы для ее функционирования. Что вы и я, мы можем прожить только 28 дней без воды, а потом мы умираем. Что вы и я, если нас поместят в комнату, и нас будут кормить, давать нам воду, и все для проживания, но не с кем будет поговорить, то мы сойдем с ума и умрем. Потому что мы социальные существа. Если не с кем будет общаться, мы сойдем с ума и умрем. От депрессии. Подумайте об анатомии человека и о его сложных системах, необходимых для его функционирования. Подумайте о почках. Подумайте о мозге. Подумайте о языке. Как это так, что человек, когда его хватает удар, и он теряет чувство вкуса? Сколько бы они заплатили, чтобы почувствовать только вкус яблока? Подумайте о желудке. И когда человек заболевает каким-то видом рака и не может переварить какую-либо пищу, то как вы думаете, сколько бы они заплатили для того, чтобы их вылечили? Подумайте о легких. Подумайте о коже. Как она функционирует, как дышит, как выдыхает. Подумайте о пальцах. Подумайте о 360 суставах тела. Как они функционируют. Просто подумайте обо всех этих удивительных феноменах человеческого тела, которые человек все еще продолжает открывать. Если ему приходится делать исследования, проводить опыты, открывать, конечно же, он не сам себя создал, разве это не ясно? Подумайте об открытии судебной медицины, юридических исследованиях, лазерных технологиях, квантовой физики, атомной и ядерной энергии, об открытиях оптики, глобальных коммуникаций, медицинских исследований. И все равно человек живет как животное. Человек не открыл еще формулу, чтобы решать вопросы гармонично с другими людьми и решать разногласия без того, чтобы не уничтожать других людей. Человек все еще не обладает этой способностью. Подумайте о множестве пищевых продуктов и морских веществ, которые составляют нашу экосистему, о воздухе, которым мы дышим каждую секунду и каждую минуту нашей жизни, о множестве источников фундаментальной энергии, от которых зависит человеческая цивилизация. Подумайте о множестве различных типов энергии, которые нужны человеку только для того, чтобы жить. Скажите мне, как это все возможно без мощи, ума, который существует вне Вселенной и феномена человека? Сейчас я попрошу моего брата прочитать несколько аятов из Корана. И я хочу, чтобы вы набрались терпения, потому что когда мы предоставляем доказательства из Корана, мы хотим, чтобы вы услышали это чудо. Никто сразу ничего не скажет, потому что это будет на арабском. Но из уважения к откровению я хочу, чтобы он прочитал. А потом я переведу, потому что это связано с моей темой. بسم الله الرحمن الرحيم وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات نخيل وأعناب
وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. Я хочу напомнить вам и рассказать вам, это откровение, Коран, было открыто 1424 года тому назад. Не умеющему читать, это значит человеку, который не учился, человеку, рожденному в пустыне, арабу, которого избрал всемогущий Бог для получения откровения, человеку, как Иисус, человеку, как Иоанн Креститель, человеку, как Захария, человеку, как Исаак, человеку, как Исмаиль, человеку, как Моисей, человеку, как Авраам, человеку, как Ной, человеку, как Адам, мир им всем. Человек, посланник и пророк. И этот Коран, который он читает 1,4 миллиарда людей в мире. И выучивает наизусть от начала и до конца 6626 стихов. Буквально миллионы мусульман. Не несколько, а миллионы. И это желание каждого мусульманина, что у него был бы сын или дочь в его жизни, которые бы выучили весь Коран наизусть. Так что это не феномен. Кроме того, что эта книга была запомнена и сохранена при жизни того, кто получил ее от Бога. И в течение его жизни она была запомнена и сохранена, и никогда не менялась. И она цела до сегодняшнего дня. Послушайте, что она говорит. Я дал вам статистику, а ее основа исходила из Корана. Коран говорит, и знамение для них — мертвая земля, которую мы оживили, а затем извлекли из нее фрукты и зерна всех видов, которые они едят. И мы насадили для них сады из пальм и винограда, и заставили биться источники, проистекающие из земли, и человек не контролирует их сам. Он лишь создает свое производство. Чтобы они могли есть фрукты, созданные Богом, которые они не создали своими руками. Так будут ли они благодарны? Славен тот, кто создал все живое парами. Так устанавливает Коран, что все в этой жизни, все в жизни было создано парами, будь то растение, животное, насекомое, рыбы или бактерии. Наука подтвердила, что все в этой жизни было создано парами.
Да, Коран сказал это 1424 года назад. И, конечно же, пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, он не был ботаником. Он не был геологом. Он не видел микроскоп. Он никак не мог знать этого. Единственное, как человек 1424 года назад мог узнать это только с помощью откровения от того, кто есть Создатель с самого начала. Потому что этот факт, что он все создал парами, был открыт только 78 лет назад. Научно. Пречист Он, всемогущий Бог, который создал все парами, из того, что растет из земли, их самих, и то, что они не знают. Это значит, что здесь Коран устанавливает, что есть какие-то существа, может быть, микросущества, которые созданы также парами, но человек об этом не знает. И знамением для них является ночь, которую мы извлекаем из света дня. И это само по себе феномен, что только сейчас мы узнали, когда полетели в космос. Когда мы в космосе, мы понимаем, что ночь, то есть мы понимаем, что день извлекается из ночи, а не ночь из дня. Мы понимаем, что сначала ночь, а потом день, хотя мы говорим день и ночь. Мы понимаем сейчас, что время на самом деле обратное, но для этого нужно полететь в космос. Потому что в Австралии мы сидим здесь в 9:30 вечера, не так ли? А в Лондоне сейчас 10:30 утра, но вчерашнего дня. А в Америке сейчас 5:30 утра вчерашнего дня. Но мы открыли это измерение времени недавно, не так ли? Мы не знали этого раньше, но Коран установил это. Потому что послушайте это. И Солнце идет своим собственным курсом по направлению к своей конечной точке. Это определение таково, предоставление могущественного знающего. Мы предопределили для Луны фазы, пока она вновь не станет подобной старой пальмовой ветви. Подумайте об этом. Здесь Коран устанавливает, что Солнце идет своим курсом вместе со своими другими телами, которые оно несет. Какие тела несет Солнце? 9 планет, не так ли? Основываясь на движении Солнца и планет вокруг него, мы устанавливаем что? Время. Разве не так? И основываясь на передвижении Луны вокруг Земли, мы устанавливаем что? Другой набор времени. Так как это установил Коран 1424 года назад. Но ведь у пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, не было телескопа. Он этого не знал. Он мог узнать это только при помощи откровения или вдохновения от единственного. Кого? От Создателя. В Коране сказано «не позволено». Послушайте это. Не позволено Солнцу догонять Луну, то есть обогнать ее, как и не позволяется ночи обогнать день. Но они идут по своим собственным законам и орбитам. Когда это было установлено? Как давно Коперник сказал нам, что человек есть центр Вселенной? Вы помните это? Что человек был центром Вселенной. Но теперь-то мы знаем, что человек вовсе не центр Вселенной. Но 1424 года назад Коран установил, что Солнце не может догнать Луну, а ночь не может догнать день, и что они плывут по предопределенному закону, по своим орбитам. Это Коран. Дорогие братья и сестры, все это для того, чтобы установить в вашем мозгу, весь этот диалог, все эти свидетельства, все эти доказательства ясно устанавливают в мозгу каждого, ни вы, ни я, ни все мы вместе,
ни те люди в других местах, по всей земле. Никто из нас индивидуально, талантливый или нет, умный или глупый, образованный или нет, богатый или бедный, черный или белый, мужчина или женщина, никто из нас не благодетель. Так кто же благодетель? Кто благодетель? Бог, Всемогущий, Создатель, ваш Господь и мой Господь. Это было установлено пророками и посланниками, этими экстраординарными людьми, о которых я говорил несколько минут назад. Это было установлено. И я не пришел, чтобы устанавливать вам это. Я пришел, чтобы напомнить вам об этом. Эти экстраординарные люди были теми, кто пришел сказать другим людям, так как они думали, что в то время они являются продвинутыми. Эти уникальные люди. В любое время, даже 5000 лет тому назад, они думали, что они продвинутые. В любое время люди, неважно на каком уровне развития они были, они думали, что они современные, более умудренные, чем другие. Это в природе людей. Однако все они, кажется, и не задумывались о факте, что они все здесь только на мгновение. Некоторые из них, в течение момента, который они находились здесь, становились настолько высокомерными, что начинали говорить: мы владельцы, мы поддерживаем мир, мы создатели, мы регулируем, мы те, кто сами себя создал, определили для себя, сами ввели для себя законы и для других. Мы владеем всем, и мы определяем. Ведь есть такие люди, которые так говорят. Даже среди нас. Так что не давайте человеку какие-то инструменты или какие-то вещи, которые он может бросить, или ракету, которую он может запустить. Он действительно станет наглым. Это так. Вы знаете, когда Моисей пришел к фараону, вернее, когда Авраам, когда он пришел к фараону, да благословит Аллах и приветствует Авраама, и когда он пришел к фараону и говорил с ним, фараон сказал Аврааму: «Почему я должен поклоняться вашему Богу? Почему? Я повелеваю жизнью и смертью. Если я захочу, то умрет любой, и если я захочу, то будет жить любой». Что Авраам сказал фараону? Что он ему сказал? Если ты действительно обладаешь властью, то верни к жизни того, кого ты только что приказал казнить. Верни его к жизни, если у тебя есть власть. И если у тебя есть власть, когда солнце садится на западе, то пусть там оно и встает, а садится на востоке. Мог фараон сделать такое? Он не мог этого сделать тогда, а современные фараоны не смогут этого сделать сегодня. Потому что, чтобы превзойти в рамках человека, во взаимодействии с человеком, всегда было это противоречие между высокомерными, наглыми, хвастливыми и теми, кто чувствовал, что они владельцы и управляют, материалистами. Всегда было это противостояние между материалистами и верующими людьми. Пророки Бога, я упомянул несколько имен, они всегда были богобоязненными, верующими. Люди, которые имеют веру, зная, что этот мир и все его осязаемые ресурсы — результат чьего повеления? Бога. Их же оппоненты, безбожники, глупые, небрежные, наглые, непокорные, желающие владеть всем, желающие захватить весь мир и контролировать все в мире, и даже контролировать космос. И посмотрите, как Бог посылает знамения человеку, который даже не хотел ничего слышать. Знали ли вы, что проект исследования космоса
который СССР, хотя его так больше не называют, сейчас он называется Советский Союз или Советские Штаты. Они, по-моему, поменяли название, не так ли? Поменяли валюту. Я думаю, что они даже вернулись к капитализму, не так ли? В общем, русские. Они теперь себя называют русскими, да. Так что русско-американский проект исследования космоса, который теперь расширился, чтобы включить туда государство Израиль. Как чудесно! Такое милое добавление. У них был очень амбициозный проект исследования космоса, который включал построение, как это называется, когда мы смотрим в небо и видим это ночью. Да, космическую станцию. Так вот, они строили космическую станцию для того, чтобы они могли установить такое место на небесах, для доказательства нам, что здесь нет Бога. И что они построят новую границу, как ее называли в фильме «Звездный путь». А в своей роботронике они построят новую расу рабов, которые будут служить им из космоса, шпионить за теми, кто на Земле, и управлять всем небом и землей. Они хотят, чтобы мы поверили в это. Но после последней неудачи, этой недавней неудачи, о которой они больше не говорят, об этой трагедии, этот проект в 56 миллионов долларов, проект в 56 миллиардов долларов, запомните, 56 миллиардов долларов наших налогов, ваших и моих, то все это заморожено, парализовано, весь этот проект. А эти люди на этой станции, которые, скорее всего, умрут, потому что необходимы регулярные полеты туда и обратно, только для того, чтобы содержать их. А сейчас полетов нет, и не будет, по крайней мере, в ближайшие 10 месяцев. Так что Бог показал им только одним знаком, что человеку там не место. Это не та окружающая среда, где человеку полагается жить, размножаться, развиваться и контролировать. И я расскажу вам еще об одном аспекте этого проекта, космической станции. Они разрабатывали теорию, что они могут брать людей из тюрьм, или людей, которых они считают недееспособными, или не приносящих пользы, что они могут доставлять их на космические станции и держать их на орбите. Таков был план. Через 12 лет они доставят туда большое количество заключенных и будут создавать колонию заключенных, которые будут производить там вещи на орбите. И даже не надо беспокоиться, что они сбегут. Человек — это нечто, да? Итак, те пророки и посланники, у них была своя задача. И в чем была их задача? Их задача была в том, чтобы прийти к этим людям тогда, а также сейчас. У набожных людей сейчас та же задача. Они приходят к этим людям сейчас. Они говорят им: разве вы не знаете, что Бог — благодетель небес и земли и всего, что на ней? Разве вы не знаете этого? Итак, откуда мы знаем, что есть Бог? И откуда мы знаем, что есть Создатель, которому нужно поклоняться? Я расскажу вам пословицу. Однажды один араб, мужчина, пришел к пророку, да благословит его Аллах и приветствует, и задал ему сходный вопрос. Араб, бедуин, потому что он был простым человеком. Он пришел к пророку, да благословит его Аллах и приветствует, чтобы задать вопрос: откуда мы знаем, что есть Создатель, которому мы должны поклоняться? И я скажу вам, что этот неграмотный пророк, простой человек, этот посланник и пророк Бога, я скажу вам, что он сказал. Он сказал: присутствие помета указывает на то, что здесь был верблюд. Смотрите, присутствие помета — свидетельство того, что здесь был верблюд. Отпечатки ног на песке — свидетельство того, что человек был здесь.
и свидетельство Земли и всех планет, доказательство, что тот же один или какая-то великая сила поместила их на свои места. Так сказал пророк, да благословит его Аллах и приветствует. Это его доказательство было достаточно для этого араба, и оно достаточно для меня. Почему нам не следует считать, что теория естественного отбора или большого взрыва, или концепция постоянной эволюции является правдоподобным свидетельством существования мира или создания нашей Вселенной? Потому что еще ни одна из этих теорий не может отрицать тот факт, что микро- и макросистемы организованы, зафиксированы, пропорциональны, измерены, определены, ограничены, синхронизированы и наделены отчетливыми характеристиками и параметрами, за которые они не могут выйти или превысить их. Во-вторых, тот факт, что они наделены такими предсказуемыми и узнаваемыми характеристиками, что позволяет человеку учиться, размышлять, работать, исследовать. Это позволяет человеку делать научные выводы и применять определенные технологические инструменты, которые приносят благо или обеспечение для эволюции его социально окружающей среды. И это факт. Поэтому эти концепции эволюции, естественного отбора или предопределенной эволюции неправдоподобны. Есть еще одна вещь. К какому бы положению вы бы не хотели прийти, вы и я, в отношении Божественного Создателя и Всемогущего Бога, одно мы знаем наверняка. Мы не можем отрицать, что все мы существуем. Мы существуем? Если вы согласны со мной, что мы все существуем, что мы все сидим здесь, в этом зале, я думаю, что все считают, что мы здесь, да? Мы ведь все здесь, да? А мы существуем, и нас поддерживает, нас бережет уникальное равновесие, феномен окружающей среды, который мы не создали. Значит, кто-то, какая-то большая сила, есть и отвечает за все это. Эти пророки и посланники, все они очень глубокие люди. Они все говорили своим народам, что нет Бога, кроме всемогущего Бога. Это означает, что никому нельзя поклоняться, никому нельзя подчиняться, ничему нельзя следовать и ни перед чем нельзя склоняться, ничему нельзя повиноваться, кроме всемогущего Бога. Так они говорили. Они говорили, что этот Господь и Создатель не только создал небеса и землю, не только дал законы земле, но также создал законодательство, мораль и систему для жизни людей. Потому что, как вы думаете, будучи родителями, вот вы тяжело работаете, получаете образование, делаете карьеру, строите дом или покупаете его, заводите семью, у вас появляются дети, и вы не создадите окружение, и вы не установите этического кодекса или правил поведения для своих детей? Разве это не так? Даже если какие-то дети думают, что все должно быть по-другому, я думаю, большинство людей, большинство родителей чувствуют, что у них есть право установить закон, принципы и этику поведения в своем доме. Разве не так? Но неужели вы думаете, что у вас больше прав установить законы, этику поведения и систему в своем собственном доме, чем у Создателя небес и земли и окружающей среды, в которой вы живете, в этой огромной вселенной, которую вы видите, и от которой вы зависите, что Создатель и Благодетель не сделал то же самое? Эти пророки и посланники говорили, что Всемогущий дал человеку систему, которой нужно следовать и подчиняться, систему, по которой мы признаем Бога, система, по которой мы повинуемся Богу, система, по которой мы поклоняемся Богу. И мы называем эту систему религией. Но это не всеохватывающее слово. Когда мы говорим «религия», мы думаем, что это то, что мы делаем в воскресенье, в пятницу или в субботу, или в другое время.
Когда мы говорим «религия», мы думаем, что это нечто, что мы делаем только для Бога, когда нам страшно, или когда мы разорились, или каясь на следующий день после пьянки. О, Господи, что же я сделал? Так что, когда вы говорите «религия», это ограниченный, установленный тип слова. Но когда вы говорите «система», то каждый может считать себя частью системы. Если только это финансовая система, вы можете соотноситься с ней. Система обозначает всеобъемлющее. Система обозначает высший аппарат, нечто функционирующее, от чего зависит все, нечто необходимое, нечто, что необходимо поддерживать, нечто, что установлено, нечто, что имеет критерии, нечто предсказуемое, нечто, на что каждый может взглянуть и функционировать как часть ее. Это система. Но все системы, что создал человек своим разумом, разве вы не думаете, что Создатель сделал систему лучше, чем эти? Человек сделал камеру. Посмотрите на глаз. Человек создал компьютер. Посмотрите на мозг. Человек создал атомные станции. Посмотрите на сердце. Человек создал аппаратуру для проведения различных химических анализов. Посмотрите на почки. Человек создал столько разных инструментов, чтобы находить, помнить, делать экспертизу. Посмотрите, как функционирует тело человека. Неужели человек полагает, что он может вести учет о других людях и о мире, поддерживать историю, записи истории? Неужели человек полагает, что он может делать все это, но тот, кто создал его, не может уследить за ним? Неужели человек полагает, что он может быть подотчетным, или другие могут быть подотчетны ему, что он может управлять обществом через правительство, что он может управлять другими людьми, что он может создать правительство, но Создатель, который сотворил небеса и землю, не обладает способностью призвать нас к ответу? Пророки и посланники всемогущего Бога говорят тем людям в то время, своим народам, что эта система начинается с подчинения Создателю. Подчинение означает мир, а мир — это часть процветания. Как у человека может быть мир с другим человеком? Как мирный процесс может двигаться вперед? Как мы можем найти решение, мирное решение? Как может нация заключить мир, когда идет война с Богом? Под войной с Богом я имею в виду войну с собственной совестью. Вести войну с Богом — это все равно, что отказываться от своих отца и матери. Вести войну с Богом — это самоотрицание. Самоотрицание — это значит говорить, что вы не тот, кем вы являетесь на самом деле. Ислам, как система, вера — это та система, что является естественным продвижением всех пророков и всех их посланий, и всего их поведения, которые стали кульминацией в пророке Мухаммаде, да благословит его Аллах и приветствует, и которые стали кульминацией в Коране, стали кульминацией в системе, которая называется исламом. Это система морали, это система сознания, это система дисциплины, это система, признающая законы, которая регулирует человеческое поведение. Ислам — это система социального баланса. Ислам — это система интеграции. Ислам — это система, которая создает равновесие между отдельным человеком и обществом. Это значит равновесие между интересом человека и интересом общества. Потому что для мира и гармонии в обществе должно быть что? Баланс между интересом человека и социальным интересом. И социальным интересом. Ислам — это религия мира. Ислам — это религия чистого единобожия. Потому что, если бы каждый из нас поклонялся бы собственному Богу, давайте, взывайте к собственному Богу, если хотите. Взывайте к собственному Богу сами. Тогда все бы взывали к собственному Богу, и у каждого был бы собственный закон. Собственное понимание плохого и хорошего. Как же мы тогда сможем договориться? А? Этого не может быть. Но если мы все признаем, что есть только один благодетель, один Бог, один Создатель, даже если бы некоторые из нас были бы плохими, а некоторые хорошими, но мы бы все установили, что есть один Создатель, у нас все равно был бы путь достигнуть того, что мы называем
арбитражем, юриспруденцией, не так ли? Все равно был бы закон. Ислам — это система социального равенства. То есть нет неравенства между мужчиной и женщиной в исламе. Мужчина — это мужчина, а женщина — это женщина. И женщины не такие, как мужчины. Они такие же в глазах Бога. У них одинаковая святость. У них одинаковые права в глазах Бога. Но мужчины и женщины не одинаковые. Они сходны, но они не одинаковые. Анатомия разная. Даже если бы они поменялись ролями. Все равно это создает психологическую проблему. Если вы встретите мужчину или женщину, которые поменяли пол, им также необходима была бы перемена психики. Это не получится. Мужчина и женщина сходны. Люди, созданные из одной единственной души. Они были созданы из одной основы, но они не одинаковы. У них разная психология, у них разная анатомия, у них разное назначение и функции в обществе. Баланс, естественный, нормальный, здоровый, семья, общество признает это и использует это. Хотя Верховный суд США, или Палата лордов, или Палата общин, как это называется в Англии, я не знаю, как это называется здесь, но западная цивилизация понимает, что так или иначе, здоровой семьей также может быть и семья из двух женщин, сочетавшихся браком, или из двух мужчин, сочетавшихся браком, которые усыновляют детей, и они называют это ядерной семейкой. Как вам это? Ислам говорит, что это неприемлемо для Бога. Авраам, Моисей, Давид, Соломон, Иоанн Креститель, Иисус Христос. Все пророки Бога, которые были посланы Всевышним, с чистым посланием, они говорили, что это плохо, это против Бога, это аморально. И я верю им. Я не верю людям, которые игнорируют их. И в результате для тех, кто не слушает послания этих пророков и посланников, вытекают болезни, деформации, неравновесие, дисфункция, униженность, неизбежное отчаяние, самоубийство. Вот что происходит с такими людьми. Проследите за их жизнью в долгосрочном плане. Это не работает. Ислам — это система, которая поощряет и продвигает знания и науку. Ислам — это система, которая достигает равновесия между индивидуализмом и социализмом. Ислам уничтожает религиозные излишества, нововведения в религии. Ислам противоречит религиозной нетерпимости и экстремизму. Мы не можем сказать, что человек... Мы можем сказать, что мусульманин совершает преступление, иудей, совершающий преступление, христианин, совершающий преступление. Мы можем так сказать. Но мы не можем сказать, что ислам — это экстремистская религия, потому что ислам по определению означает закон, который установил всемогущий Бог для равенства между людьми, которые подчиняются и послушны Его воле, а Бог не экстремист. Мы не можем обвинить Иисуса Христа за то, что сделал Джим Джонс. Мы не можем обвинить Иисуса Христа за то, что сделал Чарльз Мэнсон. А он говорил, что он был вторым пришествием Христа. Мы не можем обвинить Иисуса Христа за то, что сделал Гитлер. Мы не можем обвинить Иисуса Христа за то, что сделал Тимоти МакКуэйн. Тогда как же мы можем обвинять ислам за то, что, возможно, делают некоторые мусульмане? Это несправедливо. Что хорошо для гуся, то хорошо и для гусыни. Вы слышали это раньше? Что хорошо для вас, должно быть хорошими для меня. Чтобы быть справедливыми, вы не можете сказать, что одно для мусульманина и другое для христианина. Это несправедливо. Я не видел никаких заголовков, хотя все убийства. Между прочим, я вот думал, почему 56 католических священников
кардиналов, епископов, очень близких, исключительно близких к Папе Римскому. 56 были приговоренными педофилами, и они были ими в течение определенного периода времени. Никого из них не называли христианскими преступниками. А ведь им были поручены и доверены жизни маленьких людей, которых они развращали в течение длительного периода времени. И это не несколько недель, а это 30-40 лет. Это как лиса в курятнике в течение 40 лет. И это был даже не курятник, а цыплятник. И все это попахивает куриным пометом. Но ни в одном заголовке не было сказано «христианские преступники». И, между прочим, они все это выставили так, что как будто бы им там нужна психологическая помощь, что все это было ошибкой, нам нужно с этим немного разобраться. Это не обвинение против христианства. Это не обвинение против Ватикана. Это просто были люди, которым была доверена религиозная святость. И в природе человека попадаться в такие ловушки, когда они дурачат себя насчет того, что они называют целомудрием, хотя его даже не существует. Только не пытайте мне сейчас тут говорить про целомудрие. Это то, что вы делаете, чтобы сбалансировать все. Ислам — это реальная религия. Ислам говорит, нет целомудрия. Хочешь ли ты стать мусульманским священником, или хочешь ты быть женщиной, которая отдает себя Богу, все равно нужен муж. Если ты хочешь завести семью, так говорит ислам, потому что ислам — это религия ясной, моральной, социальной сбалансированности, рациональности. Ислам — это религия цельных, моральных принципов. Да, в исламе алкоголь, наркотики, проституция, азартные игры, внебрачные половые связи, содомия, развращение детей, порнография — все это считается аморальным и противозаконным. Так прямо и говорит ислам. Мы с этим не шутим и не ставим это на голосование. Это не вопрос индивидуальности. 567 миллионов абортов в исламе рассматривается как убийство. Так мы это называем. Так Коран это называет. Жизнь, которая тебе не принадлежит, ты не имеешь права взять ее, потому что ты совершил ошибку. Если ты хочешь свободный секс, ты должна знать, что когда забеременеешь, ты уже не свободна. Ислам — это религия исследования, развития и прогресса. Ислам — это религия высокой культуры в развитии человеческой цивилизации. И что мы хотим как мусульмане? Мы побуждаем людей уважать себя, строить высокие взаимоотношения с всемогущим Богом через поведение пророков Бога. Мы следуем закону Бога и строим братство с религиозными людьми, будь они черные, белые, желтые или красные, с востока или запада, мужчины или женщины, богаты они или бедны. Глобальное братство религиозных людей, которые будут делать что? Использовать книгу Бога и пример пророка Господа, чтобы решать свои проблемы, в чем бы они ни состояли. И да, если ты живешь в Америке и хочешь жареного цыпленка, то никаких проблем. Ты можешь придерживаться этой культуры. Мы все не обязаны есть одну и ту же пищу, мы не обязаны одинаково одеваться, мы не обязаны говорить на одном языке. Все мы, как люди, должны делать что? Использовать закон Бога и пример Его пророков. И наше поклонение, и нашу набожность
чтобы устанавливать отношения друг с другом. Это предложение ислама. Предложение ислама, во-первых, в том, чтобы признать Бога. После признания примите закон Бога между нами. И после этого поклоняйтесь Богу, чтобы привить мораль и порядочность. В этом предложении, которое вы и я можем найти. Вы и я мы можем открыть. И вы и я можем поддерживать. Это цель жизни. Ислам — это система со встроенными ответами. Ислам — это система, у которой есть решение человеческих проблем. Ислам — это система, которая обращается к несчастьям человечества, деградации человечества, унижению человечества, проблемам и трагедиям человечества. Потому что, если система жизни не может обратиться к этим проблемам, ее нельзя называть универсальной системой. Ислам — это система, которая улаживает отношения между человеком и Богом, между мужчиной и женщиной, между мужчиной и мужчиной, для всего человечества. Ислам — это система, которая устанавливает контакты, поведение, будь то в браке, в бизнесе или в поклонении, и не разделяет эти вещи по ящикам. Все это под законом Бога и в соответствии с поведением Его пророков. Ислам способен выполнить все это, потому что в отличие от других религий, других систем и других философских идеологий и теорий, у него есть, у ислама есть одно всеобъемлющее и понятное Писание. Единственная система жизни в мире, у которой есть всеобъемлющая и неизменная система, со времен ее откровения, и она запомнена. Она была запомнена во времена того, кому она была открыта. Она была запомнена миллионами с того времени. И доказательством того, что здесь сидят люди, которые запомнили все 6626 стихов, так же, как это запоминалось раньше. Это единственное Писание от Бога, которое сохранилось как таковое. И доказать это очень просто. Если бы все христиане мира, все церкви, все прихожане, вся паства когда-нибудь договорились бы собрать все свои книги и выбросить их в океан. Просто взяли бы все Библии и выбросили их в океан. И мусульмане сказали бы то же самое. Мы тоже соберем все наши книги и выбросим их в океан. То христиане не смогли бы воспроизвести еще одну Библию. Потому что даже сегодня они не могут договориться, что есть Библия. 354 разных названия. Все они просты. 43 разных Библии. Разные книги, разное число строк. Даже есть Новый Завет. И никто среди христиан, ни один в мире, не сможет заявить о том, что он выучил всю Библию. Потому что они не могут договориться, что есть Библия. Но есть миллионы мусульман, может быть 5 или даже 10 в этом помещении, которые выучили весь Коран. Так что если мы выбросим все Кораны, это просто книги и чернила. Конечно, мы уважаем Писание, но если мы выбросим все их в океан, мы можем собрать 10 мусульман из 10 разных стран, которые даже не будут знать друг друга. И если они станут здесь, в этом помещении, и начнут с самого начала. А потом перейдут к последней суре. أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Первое и последнее. И между ними 112 сур. И все они согласятся. И затем Коран снова вернется.
Вторая демонстрация превосходства ислама и его системы жизни состоит в том, что в исламе есть человеческий пример. Это самая сильная вещь, потому что каждый хочет иметь героя. Я не имею в виду сейчас этот длинный батон хлеба с мясом и сыром внутри, который есть в Америке. Они его тоже называют героем. Я говорю, что герой — это тот, на кого я хочу равняться. Кто-то, на кого я хотел бы быть похожим. Кто-то, кого я хочу имитировать. Кто-то, кто вдохновляет меня. Кто-то, кто мог бы направить меня, чтобы я стремился, чтобы моя жизнь была похожа на их жизнь. Каждый в мире хочет героя. Всемогущий Бог уже знает это о людях. И поэтому Всемогущий Бог дал людям в разные периоды времени этих героев. Он называет их пророками и посланниками. Но эти герои, эти пророки и посланники приходили к своим собственным народам. А после Иисуса Христа, потому что Он сказал: «Я пришлю вам другого героя, я пришлю вам советника. Его имя обожаемо, его имя избранный, его имя достойный восхваления, его имя Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует». И Иисус сказал в той комнате наверху, Он сказал своим апостолам: «Не бойтесь, мне надо уходить. Я должен уйти. Да будет так. После того, как я уйду, Утешитель, Советник, Обожаемый, Он придет. Потому что если я не уйду, Он не сможет прийти». Так сказал Иисус. Вы узнаете Его, потому что когда Он придет, Он будет говорить не от себя. Но то, что Он услышит от Бога, это Он будет говорить. Что это значит? Он не придет со своими собственными словами. Он не придет со своей собственной поэзией, с его собственным эго, с его собственными идеями, с его собственным мнением. Он придет не так. Но то, что он услышит от Бога, с этим он придет. Услышать от Бога, что это значит? Это то, что Бог откроет для него. Как? Вдохновением, откровением. Во-вторых, Иисус сказал: «Ваше сердце и ваш разум не готовы для всех ваших вопросов». Но пусть так будет. Когда этот советник придет, он передаст вам все в подробностях. Это второе, что он сказал. Третье, что он сказал: «И вы узнаете его, потому что, когда он придет, он будет говорить обо мне». Так он сказал. И четвертое, что он сказал, что то, что он услышит от Бога, останется с вами навсегда. Всего 4 условия. И Святой Дух или ангел Гавриил не выполнили этих условий. И, конечно же, Иисус Христос не вернулся и не выполнил эти условия сам. Так что вопрос в том, кто же пришел после Иисуса Христа, чтобы выполнить это пророчество. Только один человек. Во-первых, позвольте мне сказать, что эта книга содержит в себе главу под названием «Мария». Кто такая Мария? Кто Мария? Правильно, мать Иисуса. Так что книга, которую Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, утверждает, что он слышал ее от Бога. Он не сказал: «Это от меня. Я вам тут, ребят, книжку принес, которую я написал, которую я опубликовал, которую я хочу, чтобы вы прочитали». Нет. Он сказал: «Я слышал откровение от Бога». Ангел Гавриил, который посетил всех остальных пророков, принес мне это откровение. Так что, характеризуя эту книгу, что он сказал? Что он услышал ее от Бога. Иисус говорил это? Да. Второе, что он сказал? Ваши сердца и разум не подготовлены. Но когда он придет, он объяснит все вещи в подробностях. Коран говорит: воистину это книга, которая объясняет все в подробностях. Это второе. И он также это говорил. И он также сказал: он упомянет обо мне.
В Коране есть глава, которая называется сура, названная Марьям. Глава, названная Марьям. И в главе Марьям рождение Марии. Сначала упоминается мать Марии. Как ее звали? Хана. Коран упоминает, как Хана молилась Богу о сыне, и Бог дал ей девочку. И когда она спросила Бога: «Господи, Ты дал мне ребенка, о котором я молилась, но ведь это девочка, я не могу отдать ее священнику храма, чтобы она стала священником». И Бог сказал ей: «Да будет так, она будет главой всех женщин вовеки». Кто эта женщина? Мария. Но Бог дал Ханне мальчика, которого она просила, через ее дочь. Так что Бог дал ей двойной дар. Он дал ей дочь, которая будет главой среди женщин, отныне и навеки. И дал ей сына, которого она просила, ее дочери, который был кем? Иисусом Христом. И Бог не просто дал ей сына через ее дочь. Он сделал ее сына Иисусом Христом, Мессией, который был рожден без отца. Слово Бога и Дух, данный Марии от Бога. Коран говорит об этом. Итак, Иисус сказал: Он будет говорить обо мне. А теперь Коран говорит не только о Хане. Теперь Коран говорит не только о Марии. Коран говорит о непорочном зачатии, феноменальном рождении и чудесном рождении Иисуса Христа. Коран также говорит о Его чудесах, о том, как Он лечил прокаженных, Он давал зрение слепым, о том, как Он давал слух глухим, как Он давал немым речь, как Он поднимал мертвых из могил, как Он накормил людей 10 тысяч или более 7 хлебами и 7 рыбами, и как Он вдохнул свое дыхание в глиняного голубя, и тот полетел. Как Иисус Христос творил все эти чудеса? Бог говорит, Он делал это силой кого? Своей или чьей? Бога. Коран. Он подтверждает Иисуса Христа? Конечно же, да. И в-четвертых, Он сказал: это останется у вас навсегда. Чтобы остаться навсегда, Он должен быть неизменным со времени, когда Он был открыт. Это единственная книга, которая осталась неизменной со времени ее открытия. Так что если естественной прогрессии жизни Иисуса, естественной прогрессии любви к Иисусу и Его посланию, естественной прогрессии к Евангелию Иисуса, естественной прогрессии жизни всех пророков и системой, данной всем этим пророкам, это естественная прогрессия в чем? В Коране. Естественная прогрессия — это ислам. И тот человеческий пример, пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует. Остановимся на этом. Просто немного отдохните, поудобнее усядьтесь на своих местах, а я задам вам вопрос. Коран говорит, что определенно есть для вас, людей верующих, в посланнике Бога, Мухаммаде, да благословит его Аллах и приветствует, самый глубокий пример человеческого поведения. Это вызов, который Бог дал миру. Этот вызов должен означать, что должно быть возможным доказать, что Мухаммад категорично самый глубокий человек, оказавший влияние на все человечество. Вот что это значит. Посмотрим, сможем ли мы это доказать. Во-первых, я хочу узнать, из этой 1000 или более человек в этом зале, умных, образованных, утонченных, знающих, талантливых, зрелых людей, есть ли здесь кто-нибудь, кто слышал о ком-нибудь такое, что ему захотелось бы встать и сказать, что они верят, что самый глубокий человек, оказавший влияние на все человечество, категорично? Мы уже говорили о пророках, так очевидно, что это должен быть один из них. Конечно же, это не может быть Уинстон Черчилль, это не может быть Наполеон Бонапарт, это не может быть Майкл Джексон, это не может быть Майкл Джордан, и даже не может быть Майкл Тайсон.
Кто бы это мог быть? Это не ваш отец, это не ваш дед, это не президент и не премьер-министр этой страны. Это не Джордж Буш и не Тони Блэр. Кто же это? Кто самый глубокий человек, который оказал влияние на человечество за весь период письменной истории? Кто это? Я вам намекну. 5 биографов нашего времени. 5 ученых. 5 первейших биографов нашего времени. Все они не мусульмане. Они провели исследование, чтобы определить 100 наиболее глубоких людей, оказавших влияние на историю. 3 из них однозначно сказали, что это Мухаммад ибн Абдулла, да благословит его Аллах и приветствует. Мухаммад, сын Абдуллы. И один из них, которого звали Майкл Джей Харт, вы можете проверить это сами, Майкл Джей Харт сказал, что, естественно, его выбором был бы Иисус Христос, потому что он христианин. Но ему пришлось признать, что Иисус Христос не был отцом. Он не был мужем, он не был главнокомандующим, и он не был государственным деятелем. И именно по этим вопросам он сказал, что ему пришлось выбрать Мухаммада. Да благословит его Аллах и приветствует. Потому что в том случае конкуренция была только между Иисусом и Мухаммадом. Поэтому Майкл Харт, который выбрал Иисуса, признал, что категорически, мы не говорим, что Мухаммад лучше Иисуса, мы сказали категорически, более глубокое влияние, потому что Мухаммад был отцом, он был мужем, он был государственным деятелем, и он был правителем, а Иисус не был ими. Мои братья и сестры, и уважаемые гости из числа не мусульман, мое предложение к вам в том, что наша цель жизни здесь, в том, чтобы первое, мы должны признать всемогущего Бога, и второе, нам нужно подчиниться всемогущему Богу. Номер 3, нам нужно следовать и признавать пророков всемогущего Бога, и подражать их жизни и поступкам. И нам нужно начать, как людям, поклоняться, вести поклонение в нашей жизни, поклонение, которое будет принято Богом. Чье поклонение будет принято Богом? Поклонение Его пророков. Наша цель в жизни — признать Бога, подчиниться Богу и поклоняться всемогущему Богу. Я обращаюсь к вам. Я предлагаю вам, чтобы вы все, гости из числа не мусульман, какой бы вы веры не были, какими бы людьми вы не были, я предлагаю вам, чтобы вы признали сейчас, чтобы вы признали в своих сердцах, в своих креслах, где вы сидите, что никому нельзя поклоняться, кроме всемогущего Бога. Вы можете это сделать? Вы можете это сделать? Те из вас, кто может это сделать? Без всяких колебаний. Просто как моргнуть. Просто как если бы я назвал ваше имя и объявил, что у меня тут для вас $1000, и позвал бы вас, и сказал бы: спускайся вниз. Да, если я бы сказал спускаться вниз, а вы были бы наверху. Вы бы, наверное, спрыгнули с него. Я задаю вам простой вопрос. Можете ли вы признать? Можете ли вы объявить? Можете ли вы хотя бы поднять руку, что никому нельзя поклоняться, кроме всемогущего Бога? Нет, мусульмане, опустите руки. Я спрашиваю не мусульман. Такое у меня предложение. Могут ли не мусульмане, сидящие здесь, вы можете поднять руку и сказать мне, сколько из вас понимают, что никому нельзя поклоняться, кроме всемогущего Бога? Сколько? Посчитайте для меня. Я не вижу, мне лампа мешает. Поднимите руки, пожалуйста. Не делайте вот так. Поднимите, а я подсчитаю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Я вам вот что скажу. Сказать, что никому нельзя поклоняться, кроме всемогущего Бога, это уже само по себе, в принципе, практически значит быть мусульманином. Я не говорю, что это сделает вас арабами.
Потому что не все арабы мусульмане, а все мусульмане не арабы. Между прочим, только 19% мусульманского населения Земли – арабы. Быть мусульманином – это просто признавать, что, во-первых, никому нельзя поклоняться, кроме всемогущего Бога. И чтобы быть более определенным, это также означает принять, что Мухаммад – посланник Бога. Что Мухаммад – один из посланников. Вы не можете сказать «последний посланник Бога», потому что вы этого просто не знаете. Но Иисус пророчествовал о Мухаммаде. И Мухаммад подтвердил Иисуса Христа. И у них была одинаковая мораль. И они были братья одного пророчества. И Мухаммад, да благословит его Аллах, приветствует. Он должен был быть тем, кем себя называл. Посланником Бога. Среди тех, кто поднял руку, есть здесь кто-нибудь, кто также принял, что Мухаммад – посланник Бога? Пожалуйста, поднимите руки. Раз. Встаньте, пожалуйста. Просто встаньте. Подходите прямо сюда. Я хочу сделать этот переход или эту сделку, потому что так оно и есть. Люди заключают сделку с Богом. Они не заключают сделку для нас. Они заключают сделку с Богом и переход в своей жизни. Поэтому я хочу помочь им. У нас есть для них подарок. И дар, который мы им дарим, включает в себя... Дайте мне один, я покажу. Дайте мне один пакет, я хочу просто показать. Дар, который мы даем им, это то, что поможет им в пути. И первое — это экземпляр Корана с приблизительным переводом слов. Второе — это короткая и легкая для чтения достоверная биография пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. В-третьих, это набор из 7 книг. Это набор из 7 книг, в которых заключаются уроки для новых мусульман. Итак, ваше принятие ислама есть ваше принятие Бога. Не принятие меня или принятие этих людей. Также вы не принимаете политическую динамику в мире, потому что это к делу не относится. Это только ваше принятие Бога. И эти книги, эти дары, они только помогут вам совершить этот переход. Все получили книги? У вас есть книги? Чудесно. Я хочу, чтобы вы произнесли вместе со мной простые слова. И эти слова только то, что я уже объяснил. Это не фокус и не обман. У нас нет сзади бассейна, в который вы должны прыгать. Кто? Она ведь здесь. Она ведь здесь. Брат, подожди, не спеши, да? Мой брат, он вполне и справедливо очень озабочен, очень вдохновлен одной из особ, которая находится здесь. Потому что она пришла сюда прошлым вечером вместе со своим сыном. И это очень глубоко.
Это самый глубокий дар, который может сын дать своей матери. И это, конечно, самый глубокий дар, который мать может дать своему сыну. Это как с нашей сестрой Пэм. И она здесь. И я встречусь со всеми этими людьми. Со всеми этими счастливыми людьми, особенными людьми. После того, как закончится эта встреча. Но давайте просто скажем слова. Давайте просто произнесем слова, которые называются шахада. Слова двух свидетельств. Скажу вам, по сути, что это уже то же самое, что я говорил раньше. Что нельзя поклоняться никому, кроме всемогущего Бога, и что Мухаммад — посланник Бога. Сказав эти слова, я заявляю, я свидетельствую, я объявляю, что никому нельзя поклоняться, кроме всемогущего Бога. И я свидетельствую и объявляю, что Мухаммад — посланник Бога. Это приводит уже вас к переходу в ислам. С этого момента ваша искренность, ваше поклонение, ваша приверженность, все изменится. Чем бы вы ни были обязаны Богу, и что бы вы ни совершили в прошлом, что знает только Бог, после этого вечера ваша доска чиста. Потому что Бог прощает тех, кто возвращается к Нему. Но если вы должны кому-нибудь деньги или плату за жилье, то вы все еще должны это. Это ведь справедливо. Хорошо. Пожалуйста, просто произнесите за мной следующие слова. لا إله إلا الله محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم آمين. Я честно хочу сказать вам, братья и сестры, я очень благодарен вам перед Аллахом. Не потому, что мне заплатил каждый из вас. Не так ли? Дело ведь не в этом. Но я благодарен, потому что когда я смотрю на вас, я вижу себя самого 37 лет назад. И я понимаю, что искренность, приверженность и прямой разговор могут изменить жизнь человека, потому что они определенно изменили мою. Я хочу сказать вам, что всем вам сегодня повезло, потому что кто-то привел вас сюда сегодня. Ваша собственная любознательность, ваша собственная забота о жизни как бы направили вас и привели вас сюда. Кто-то, какой-нибудь мусульманин, ваш товарищ, например, или родственник привел вас сюда. Этот человек ваш спонсор. Этот спонсор должен помочь вам с проблемами вашего перехода. И потому что я живу в Англии, или потому что я из Америки, это значит, что я буду вашим далеким другом, братом в исламе. Я буду помогать вам и решать ваши проблемы. Но мусульмане из Сиднея, из Австралии, в частности, тот человек, который привел вас сюда, ваш родственник или друг, с этими людьми вы должны работать вместе. Что? Вот именно. Она говорит, даже не обязательно, чтобы это был ваш знакомый, потому что, может быть, Бог привел вас сюда. Разве это не прекрасно? Это прекрасно. К сожалению, завтра утром я уезжаю в Мельбурн, но вернусь в четверг. Я хочу, чтобы мы устроили ужин со всеми вами, когда я вернусь.
Мы можем это организовать? Иншаллах. Так что, пожалуйста, возьмите ваши подарки. Я не могу пожимать руки этим симпатичным девушкам. Да благословит вас Господь. Братья и сестры, обычно, когда мы заканчиваем наши лекции, мы обычно отвечаем на вопросы. Но лично я думаю, что все уже было сделано. Так что если есть не мусульмане, которые сидят здесь, которые были еще не готовы, которые не подготовлены сейчас выйти сюда вперед и взять на себя эти обязательства или принять это решение, то все в порядке, потому что нет никакого давления. Если у вас есть ко мне вопросы наедине, то я буду в вашем распоряжении около 20-30 минут после этой лекции. Братья приведут вас в другое помещение, и я посижу с вами с удовольствием. Для тех из вас, кто не готов сделать даже этого, все в порядке. Я хочу поблагодарить вас. Огромное вам спасибо. Только за то, что вы вышли из дома и сидите здесь, чтобы только узнать, в чем мы видим цель жизни. Я хочу сказать, что я думаю, сейчас, минимально, если кто-то скажет вам что-то с иронией об исламе или о нашем понимании цели жизни, по крайней мере, я думаю, что вы должны расставить все точки над «и». В том, что мы порядочные люди, что мы любим Бога, что мы люди, которые хотят быть хорошими, законопослушными гражданами, и мы продуктивны и прогрессивны. И мы просто пригласили вас, чтобы вы услышали наше предложение миру. И все. Я думаю, что у нас должно быть такое право. Как и у любого другого, у которого есть система жизни. Вы согласны? Мы хотим поблагодарить Сидней, Австралию, или Англию, или в любом другой стране мира, где живут мусульмане. Это все, что мы хотим сделать. Спасибо вам огромное. Я думаю, что нам не нужно устраивать серию вопросов и ответов, потому что те люди, что вышли вперед, немного заняли наше время. И то время, что у нас осталось, ограничено. Так что я хочу попросить вас. Всем вам был выдан конверт. Я думаю, когда вы пришли сюда и заняли свое место. На конверте не нужно писать адрес и фамилию. Этот конверт был дан вам для того, чтобы вы пожертвовали столько, сколько вам хочется. Пожертвования для Института обучения исламу и его работы. И одной исламской производственной студии здесь, в Сиднее, в Австралии. В первом в своем роде в Австралии. Вы можете сделать с этим конвертом все, что захотите. Можете его сложить и отправить по почте, можете смять и выбросить, можете надуть и хлопнуть, или можете положить туда ваше пожертвование на то, что мы пытаемся делать. Еще раз спасибо большое. Да благословит вас Господь и да направит вас Аллах.